Добрый день, меня зовут Стратотерцев Кирилл Дмитриевич, я помощник канадского прокурора. Сегодня расскажу о том, нужно ли платить аванс работникам, работающим по совместительству. В соответствии с статьей 60 прим. Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя. Это называется внутреннее совместительство. Либо у другого работодателя, это называется внешнее совместительство. В соответствии с статьей 282 Трудового кодекса совместительства, это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными или опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами. Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных категорий работников, педагогических работников, медицинских, фармацевтических работников, работников культуры, помимо особенностей, установленных Трудовым кодексом и иными федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, определяемом правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В соответствии с статьей 285 Трудового кодекса, который называется «Оплата труда лиц, работающих по совместительству», оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки, либо на других условиях, определенных трудовым договором. При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда нормированных заданий, оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ. Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и надбавок. В соответствии с статьей 136 Трудового кодекса заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Конкретная дата выдачи заработной платы определяется правилом внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Таким образом, Трудовой кодекс не предусматривает каких-либо исключений из правила выплаты заработной платы не реже, чем каждые полмесяца для работающих по совместительству. Соответственно, таким работникам также должен выплачиваться аванс. Аналогичная позиция по рассматриваемому вопросу отражена и в письме Федеральной службы по труду и занятости от 30 ноября 2009 года. Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами старший помощник канадского межрайонного прокурора Константинов Андрей Викторович. Федеральным законом от 27 декабря 2019 года номер 504 ФЗ внесены изменения в главу 8 в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Так, глава 8 дополнена статьей 8.48, которая предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среде их обитания. Часть 1 указанной статьи предусматривает ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за осуществление деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без применения мер по их сохранению, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Административная ответственность по части 2 указанной статьи предусматривает ответственность за территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территории, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, ремонт и осуществление технологических процессов, оказывающих неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с соответствующим федеральным органом исполнительной власти. Ранее ответственность за данное действие была предусмотрена статьей 8.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Спасибо за внимание. Здравствуйте, я помощник Канадской межрайонной прокуратуры Лушников Игорь Николаевич. Канадской межрайонной прокуратурой проведено координационное совещание правоохранительных органов. 24 апреля 2020 года на основе анализа преступлений, совершенных несовершеннолетними на поднадзорной территории, проведено координационное совещание руководителей правоохранительных органов города Канаш и Канашского района по вопросам состояния законности прокурорского надзора и работы правоохранительных органов и иных органов по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. На заседании с участием правоохранительных органов и иных представителей заинтересованных органов обсуждены вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. По итогам работы выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Конкретные мероприятия заложены в постановлении координационного совещания руководителей правоохранительных органов, исполнение которого находится на контроле в межрайонной прокуратуре. Спасибо за внимание.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского районного прокурора Тимофеева Рада Михайловна. Федеральный закон от 24 апреля 2020 года внесены изменения в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанным федеральным законом уточнена ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями. Будут штрафовать не только граждан, но и должностных лиц, а также организации. Наказание последует в том числе и за самовольное переустройство помещения в многоквартирном доме. Данный федеральный закон вступает в законную силу с 5 мая 2020 года. Я помощник Канашского межрайонного прокурора, юрист 3 класса Кириллова Марина Сергеевна. Сегодня я расскажу об изменениях в административном законодательстве. С 1 апреля введена новая административная ответственность под статьей 20.6.1 Кодекса административных правонарушений. Данная административная ответственность по указанной статье наступает за несоблюдение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, либо же в зоне возникновения чрезвычайной ситуации. Указанные правила поведения при данных режимах вводятся правительством Российской Федерации, либо же органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Например, указанным правилом может быть ограничение деятельности определенных организаций, введение правил социального дистанцирования, либо изоляции граждан. Кроме того, введена административная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 6.3 Кодекса административных правонарушений. В данном случае административная ответственность будет наступать за несоблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать правила, введенные главным санитарным врачом, а также подчиненными санитарными врачами субъектов. При несоблюдении указанных правил административная ответственность будет наступать в виде предупреждения либо административного штрафа. Здравствуйте. Помощник Канашского межрайонного прокурора Васильев Алексей Александрович. В последнее время участились случаи попыток совершения мошеннических действий от имени сотрудников Канашской межрайонной прокуратуры. В частности, мошенники, представляясь от имени Канашского межрайонного прокурора или сотрудников прокуратуры, используя телефонную связь, пытаются ввести в заблуждение руководителей учреждений, расположенных на территории города Канаша и Канашского района, о принятии в отношении них решений о проведении проверки и возможности отмены указанных решений, естественно, за вознаграждение. Так, Канашская межрайонная прокуратура обращается к жителям города Канаша и Канашского района с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на действия телефонных мошенников, действующих от имени работников прокуратуры. О каждом факте мошенничества необходимо незамедлительно сообщить в отделы полиции по городу Канашу и Канашскому району.